«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии». Это действительно радио «Крым Реалии» и «Крымский вечер». Сегодня призываем провести этот вечер именно с нами. Катерина Некречия, Медат Халилов сегодня в студии. И в этом выпуске вы узнаете. Крым – это Украина, утверждает официальный представитель Украинской православной церкви Московского патриархата. В Крыму круглосуточно проводят боевые стрельбы. Роспотребнадзор запретил в школах бутерброды. А вот крымско-татарский орнамент «Орнек» включен в национальный список элементов нематериального культурного наследия. Об этом мы, кстати, узнали еще в прошлом году. Но что же будет дальше? Сегодня о культурном наследии, о крымских татарах всей Украины мы будем говорить в этой студии с советником министра культуры Украины. Да, а на полуострове слушайте нас на волне 105,9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем. Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте, наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Но начнем мы наш эфир с главных новостей и важных событий этого дня. Цитата дня. Украинская православная церковь Московского патриархата, которая, согласно новому украинскому закону, обязана указать в названии подчинения России, считает аннексированный Крым территорией Украины, и потому ее приходы на полуострове не переходят в состав Русской православной церкви. Об этом заявил спикер Украинской православной церкви Московского патриархата Климент Олег Вечеря в интерв'ю «Громадському». На території Кримського півострову Українська православна церква є повністю в канонічному чині і, власне кажучи, це є свідченням того, що з точки зору церковних канонів і церковного устрою Крим є територією України, адже згідно статуту про управління Українською православною церквою ми маємо свої єпархії лише в території Української держави. Тому за кордоном Українська православная церковь не имеет своих епархий. Отвечая на вопрос о сотрудничестве УПЦМП с российскими властями Крыма и вооруженными силами России, Климент посоветовал журналистам Громадского не смотреть российское телевидение. Напомним, что на общем епархиальном собрании Симферопольской и Крымской епархии УПЦМП 10 января в Симферополе было принято решение поддержать митрополита Московского патриархата Ануфрия и главу Русской православной церкви Кирилла в деле Далецтата, в деле сохранения существующего статуса Украинской православной церкви. Новость дня. На всех полигонах Крыма в дневное и ночное время российские военные выполняют боевые стрельбы. Накануне об этом сообщили в Минобороны России. По данным пресс-службы, военнослужащие отрабатывают комплекс практических упражнений со штатным стрелковым вооружением, то есть автоматами, ручными противотанковыми гранатометами, вооружением бронетранспортеров. Сообщается, что военные занимаются поражением различных типов мишеней на расстоянии от 100 метров до 1 километра. Всего в таком мероприятии задействовано более чем 1000 военнослужащих и более 30 единиц военной техники. После аннексии Крыма в 2014 году Россия регулярно проводит военные учения на полуострове, а вот Генштаб Украины напоминает, что действия российских военных в Крыму незаконны. Тема дня. Отныне российским, а заодно и крымским школьникам запрещено приносить еду из дому. В декабре прошлого года Роспотребнадзор разработал специальный проект единых санитарных правил для школ и детских садов. Там четко прописаны требования к продовольственному сырью и к готовым продуктам. В черный список вошла практически вся домашняя еда. Зампредседателя Совета регионального отделения объединения потребителей России Надежда Анильчук прокомментировала эту новость для канала Крым-24. В перечень продукции, которая запрещена в использовании питания детей, входит продукция, которая является продукцией домашнего приготовления. Но здесь речь идет не об отдельно взятом ребенке, а об организации питания непосредственно в учреждении. То есть здесь должна быть использована продукция, приготовленная непосредственно на пищеблоке, или в случае, если это привозное питание, то привезенное организатором питания.
Роспотребнадзор разработал суточные наборы для завтрака, обеда и ужина и обозначил запрещенные продукты. На минуточку, это, внимание, записывайте, пирожные и торты с кремом, колбаса, грибы, кетчуп, газировка, консервированные овощи и фрукты. Также сообщается, что проект санитарных норм школьного питания еще продолжают дорабатывать. Крым в центре внимания. Активисты Украинского национального культурного общества Севастополя провели литературно-музыкальный вечер, посвященный зимним народным традициям. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. Мероприятие прошло вчера в Севастопольском городском национальном культурном центре. Активисты рассказали о зимних обычаях в разных украинских областях, пели народные песни и колядки. В том числе исполнили рождественскую песню «Нова радість стала». Вот такие вот вечерницы провели в Севастополе. Напомним, что 6 января там на вечерних праздничных службах по случаю Рождества Христова пели колядки на украинском языке. Видео это событие набрало на сайте Крым Реалии очень много просмотров. Новости. Во-первых, в управляемом из Москвы Верховном суде Крыма перенесли заседание по рассмотрению жалобы на арест крымского гражданского журналиста, блогера Наримана Мамедиминова. Как сообщил Крым Реалии адвокат Эдем Смедляев, в отношении блогера проводят следственные мероприятия. Следователь ФСБ Александр Парашутин проводит с моим подзащитным Нариманом Мамедиминовым портретную экспертизу, чтобы сравнить, он или не он фигурирует на роликах в Ютубе, из-за которых на него и заведено уголовное дело, пояснил адвокат. Второе перенесенное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб на арест фигурантов второго бахчисарайского так называемого дела Хизбут Тахрир Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова. Причина переноса в том, что адвокат Смаилова Константин Рустемов на данный момент находится в Москве, где защищал в суде одного из украинских моряков, захваченных ФСБ России в Черном море. Ну и кроме того, прекращено уголовное дело против жительницы Ялты Элины Мамедовой, обвиняемой в разжигании ненависти и вражды за репосты нескольких записей в соцсети ВКонтакте. Далее цитата: «Уголовное дело и уголовное преследование Мамедовой подлежит прекращению за отсутствием в ее действии состава преступления, поскольку преступность и наказуемость вменяемых ей деяний были устранены новым уголовным законом», пишет следователь в постановлении, сообщил защитник Мамедовой, адвокат международной правозащитной группы «Агора» Алексей Ладин. Однако на состоявшемся заседании подконтрольного России Верховного суда Крыма отклонили жалобу фигуранта второго бахчисарайского дела Хизбут Тахрир Марлена Асанова на продление ему меры пресечения в виде содержания в СИЗО и оставили под арестом до 9 февраля, сообщает адвокат Асанова Эмиль Курбетдинов. Новость дня. Facebook против Роспропаганды. Глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер заявил, что компания Facebook удалила из своей сети, а также с Инстаграма 512 страниц и аккаунтов, которые были связаны с Россией и использовались в целях пропаганды. Были обнаружены 2 информационные операции из России. Одна из них проходила в целом ряде стран, вторая отдельно, угадайте, в какой стране? Правильно, в Украине. Тематика операции была критика НАТО, протесты и проблемы коррупции. По оценкам Facebook, на первую операцию было затрачено $135 тысяч. Объявления размещались с октября 2013 года по январь 2019 года. В ходе украинской так называемой операции публикации размещались в течение 2018 года и было потрачено $25 тысяч. Ты знаешь, Медат, на самом деле мы видим, что в современном мире, где все тут, нельзя сказать, что только молодежь ходит со смартфонами и присутствует в соцсетях. Конечно же, это разный возраст, да, конечно, преимущественно молодежь, но, тем не менее, доступ есть очень многих людей. Получается, что даже в соцсетях, где как будто бы люди должны делиться только своими фотографиями, какими-то наблюдениями, происходят действительно целые баталии, да, и борьба, по сути, за аудиторию, за то, как проинформировать аудиторию, или, с другой стороны, вот как мы сейчас видим из этой новости, какой пропагандой накормить эту аудиторию. Поэтому призываем вас просто всегда быть внимательными и
как-то проверять, искать первоисточники, потому что очень часто ты видишь, как люди постят какое-то страшное информационное сообщение с какими-то просто ужасными якобы новыми законами или с чем-то еще, а потом, когда переходишь на этот сайт, видишь, что это неизвестное название, потом гуглишь эту тему, и оказывается, что этого действительно нет, поэтому будьте внимательны, перепроверяйте информацию, а если вам лень это делать, то ресурсы Радио Свобода, украинской службы, Крым Реалии, всегда к вашему вниманию, информация перепроверена, наверняка достоверная, оставайтесь с нами. Украина в центре внимания. Служба безопасности Украины задержала выдворенную из России журналистку. СБУ задержала журналистку Елену Бойко за антиукраинскую пропаганду. В декабре 2018 года Бойко была объявлена в розыск, а суд Львова разрешил ее задержать для привлечения к ответственности. По данным СБУ, Елена Бойко с 2014 года распространяла в интернете антиукраинские материалы, пропагандировала противостояние между украинцами, публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины. Журналистка выступала против бойкота Украиной чемпионата мира по футболу в России, поддерживала так называемые ДНР и ЛНР и выступала на российских каналах. Ну, на самом деле, журналистика это назвать как-то язык не поворачивается в классическом смысле этого слова, потому что напомним, что журналист, должность, профессия такая, это на самом деле профессия о том, чтобы получать информацию, добывать ее, да, и распространять, то есть доносить до вас, дорогая аудитория. Ну вот, напомним еще такой бэк. В 2015 году Бойко уехала на оккупированную территорию Донбасса, позже она уехала в Россию соседнюю, однако ее депортировали оттуда за нарушение правил пребывания в стране. Журналистка просила там политического убежища, ну, после всего, что она сказала, логично, наверное, мотивируя это тем, что ей якобы угрожает политическое преследование в Украине. Однако Россия отказала ей, и теперь ей грозит в Украине заключение от 3 до 5 лет, и на самом деле это еще один из таких показательных случаев, когда люди, которые так яро поддерживали российскую агрессию, да, публично это делая, и их, получается, выдворяют, да, они, получается, в России теперь не нужны. Ну, возможно, так и есть, но, опять же, видите, как нужно быть осторожными в этой жизни. Эксклюзив. Ну, мы напомним, что радио Крым Реалии — это, во-первых, круглосуточное вещание. На 105,9 FM вы можете нас слышать в Крыму, в Северном Крыму. На самом деле, только если же говорить о полном покрытии Крыма, то на самом деле вы можете слушать нас также на сайте Крым Реалии. В приложениях, есть такое приложение TuneIn, там, где тоже круглосуточно можете быть с нами. Ну и на 549 АМ. Это средние волны. И там вот с 8:35 утра, с понедельника по пятницу, мы обсуждаем важные темы для Крыма. И одна из тем, которая звучала в эфире сегодня, это обрушение старых домов в Крыму. Вот в вопросе сохранности старых домов жильцам стоит надеяться только на себя. Такое мнение высказал в нашем эфире активист и журналист из Ялты Сергей Сардыка, комментируя историю с обрушением стены жилого дома в Ялте в прошлую пятницу. Давайте послушаем. Жертв не было, то есть все, в общем-то, там людей переселили, этот переулок ломанулся вода. Предвидеть, конечно, Ялта сплошь из старого фонда, из старых дореволюционных домов, да, вот, есть и постройки, конечно, там, довоенные. Конечно, инвентаризация должна быть, но, в общем-то, старый советский лозунг «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Я вот, скажем, неоднократно обращался в администрацию Ялты. К сожалению, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. В Ялте 11 января обрушилась стена жилого дома. Официальная причина – сход селя. Из здания спасатели эвакуировали 8 человек, пострадавших или погибших в результате происшествия нет. По словам российского мэра Ялты Алексея Челпанова, старые подпорные стены являются системной проблемой города. Теперь в Ялте планируют проверить все подпорные стены и лестницы. Однако в Крыму есть проблема с контролирующими органами, а в частности специалистами, которые проводят оценку сооружений. Об этом нам рассказал член правления Союза архитекторов России Алексей Комов. Давайте послушаем. У нас утрачен целый пласт специалистов. Они выведены практически в угоду эффективному менеджменту, да, либо чиновничеству за скобки. Те люди, которые могут сказать действительно, что и как, их крайне мало. И это вопрос уже не только инженерной культуры, а вообще инженерной школы. В Крыму инженерная школа всегда была очень высокая, очень высокого качества. Тем более, что вот эти вот сложные и сейсмические условия, они просто обязательно должны сопровождаться вот этой
диагностикой и контролем. А это могут делать только специалисты высокого класса. Я напомню, что сейчас мы слушаем фрагменты из эфира радио Крым Реалии, который был сегодня утром. Напомню, что с 8:35 утра на 105,9 FM и на 549 AM можно слушать наши эфиры также на наших страничках, безусловно, в Фейсбуке и Ютубе. Вы можете смотреть на радиоэфир, на тех, кто в студии, удостовериться во всем и, собственно, писать также комментарии, да, потому что темы, которые мы обсуждаем, они животрепещущие. Ну вот, например, цены на недвижимость в Крыму и Севастополе. Подорожание квартир в Крыму и Севастополе в последние годы связано, в частности, и с увеличением численности населения. Об этом в нашем эфире рассказал президент Ассоциации риэлторов недвижимости Севастополя Григорий Апресов, который приводит в пример Севастополь. Давайте послушаем. По нашим подсчетам, за 4,5 года увеличился по количеству населения в 1,5 раза. И не все эти люди, там, ну, я не знаю, там 150-200 тысяч человек приехали в Севастополь, и не все же купили здесь. Огромное количество из них это снимают. А если есть спрос, значит, будет соответствующе расти предложение. Российский интернет-портал «Мир квартир» в январе обнародовал свой рейтинг итогов 2018 года по аренде квартир в российских регионах. В него попали и аннексированные Крым и Севастополь. И не просто попали, а оказались в первой пятерке по дороговизне. Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Севастополь. Так выглядит эта пятерка. Причем, если Севастополь на протяжении 2018 года продемонстрировал некоторое снижение цен на аренду, то Симферополь наоборот. В Симферополе, по данным издания, в среднем аренда однокомнатной квартиры обойдется в почти 22 тысячи рублей. В гривнах нужно поделить на 2. 2 комнаты 31 тысяча, 3 почти 38 тысяч рублей в месяц. Вот украинский эксперт, член экономического дискуссионного клуба Игорь Горбарук рассказал нам о том, что до аннексии Крым был в топ-6 дорогостоящих регионов по аренде жилья. О том, что сейчас цену на рынке диктует спрос среди переселенцев из Донбасса и приезжих из соседней России, он рассказал нам в эфире. Давайте послушаем. Крым, Симферополь, ЮБК, то есть всегда была аренда дорогая. Достаточно большое количество людей территориальной России, ну вообще со всей Российской Федерации, приехали в Крым по тем или иным причинам после аннексии. То есть это государственные служащие, это те люди, которые сочли возможным. Поэтому на самом деле, опять же, там достаточно высокий спрос на аренду. Купить, мы четко понимаем, что в Крыму всегда недвижимость была очень дорогая. А поэтому, да, не владею ситуацией вполне на сегодняшний день, но исторически всегда было так, что Крым был на уровне плюс-минус того же Киева. Радио Крым Реалии — это крымский вечер. И с вами сегодня Катерина Негреча, мой коллега Медат Халилов. И в этом эфире мы будем говорить об очень важном моменте. Это культурное наследие Крыма и всей Украины. Поэтому, дорогая наша аудитория, я думаю, что если вы патриот Крыма, крымчанин или родом оттуда, или только, может быть, недавно туда приехали, ну, наверняка, если вы любите этот регион, вы должны знать историю хотя бы немного и ценить то, что там происходит, да, и понимать, что там происходит. Поэтому оставайтесь с нами. Мы сейчас расскажем вам некие подробности об этом, в том числе радио Крым Реалии, YouTube, Facebook и номер телефона, по которому вы можете нам позвонить бесплатно из Крыма, 8 810 06 926. Возможно, вы можете нам рассказать о своих любимых исторических местах в Крыму. Будем рады услышать ваши впечатления, ваше мнение. Оставайтесь с нами. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью в эфире радио Крым Реалии. С вами радио Крым Реалии, и в студии для вас работает Медат Халилов, и у нас есть гость, представлю его, гость Эсма Аджиева, советник министра культуры Украины по вопросам Крыма. Собственно говоря, хочу напомнить нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии идут прямые эфиры, а также у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой Украины звоните на 044 490 31 18.
В марте прошлого года Минкульт включил крымско-татарский орнамент Орнек в национальный список элементов нематериального культурного наследия. А вот в этом году, вот сегодня уже появилась новость на пресс-конференции, что собирается подаваться в ЮНЕСКО. Так ли это? И расскажите вообще, какие последствия нас ожидают от этого? То есть какие плюсы, либо какие минусы нам от этого ждать? Добрый вечер, салям алейкум. На самом деле, вы сформулировали как профессионал этот вопрос, говоря о последствиях, плюсах и возможных минусах, потому что действительно в номинационной карточке ЮНЕСКО, которую на сегодняшний день мы практически уже подготовили для подачи в ЮНЕСКО, действительно ставятся такого плана вопросы. Существуют ли какие-либо риски, которые могли бы возникнуть после включения элемента в реестр, в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества? Тогда начну с самого начала, по порядку. Действительно, в начале прошлого года крымско-татарский орнамент Орнек, точнее элемент, который называется Орнек, крымско-татарский орнамент и знание про него, да, именно так, да, называется этот элемент, был включен в Национальный реестр нематериальной культурной спадщины, нематериального культурного наследия Украины. Следующий этап, этому, в общем-то, предшествовал достаточно такой длительный период работы, и я хочу подчеркнуть, что у нас очень активное взаимодействие с нашими коллегами, мастерами прикладного искусства, художниками, орнаменталистами, которые находятся, живут, практикуют на материнской территории, потому что, кто, как не они, могут знать, да, об этом элементе. Почему именно орнамент? Наверное, начнем еще пару слов об этом. Потому что на самом деле крымско-татарский орнамент, он уникален в том смысле, что это не просто визуальная, просто художественная составляющая. Это красиво, это ярко, но в то же время крымско-татарский орнамент несет в себе очень глубокие смыслы. Я вот как раз-таки хотел сказать, что в исламе-то изображение живого запрещено, и это все формировалось, вот все секреты вкладывались как раз-таки в Орнек посредством всяких завитушек и прочих, так скажем, рисунков. И вот, собственно говоря, наш, так скажем, эксперт Эсмаджиева об этом рассказывает сейчас. Да, действительно это так, потому что в исламе не приветствуется изображение живых существ, но есть несколько антропоморфных, скажем так, элементов. К примеру, например, в качестве есть такой элемент, который называется на крымско-татарском языке, к примеру, эле белинде, да, то есть руки на талии. На самом деле этот знак действительно изображается, но, конечно же, хотелось бы его визуализировать, к сожалению, нет сейчас возможности это сделать. И преимущественно это геометризированные и орнаменты растительного происхождения. Каждый элемент орнамента имеет свое действительно значение, и составляя орнаментальную композицию, впоследствии ее можно просто как книгу, да, вот через язык орнамента прочитать. И поэтому на самом деле, вот почему именно орнамент, вот я начала говорить об этом, что на самом деле я думаю, что это будет наш язык мирного орнамента, с которым мы будем говорить со всем миром. Да, вот мы планируем это делать, включая Хасмет Олса, иншаллах, когда мы включим элемент в репрезентативный список, я думаю, что у нас будет возможность разговаривать со всем миром этим языком орнамента. Этот практически 18-й год был практически весь посвящен подготовке номинационного досье. И я очень признательна Украинскому культурному фонду за поддержку, за финансовую поддержку, потому что все эти процессы, они очень кропотливые, длительные и требуют действительно и финансовых вложений, потому что существует определенный пакет документов. Да? Как это выглядит? Это номинационное досье, и к нему фотографии и видео, которые практически снято по всем определенным, по определенным протокольным требованиям, длительность, качество, нежелательно закадровые тексты и так далее. То есть очень много таких моментов, которые нужно выдержать. И плюс еще информированные согласия носителей, потому что ЮНЕСКО приветствует вот такие кейсы, когда не государство принимает решение о включении того или иного элемента, да, в реестр, а когда
сама общественность, сами носители элемента, то есть на языке от ЮНЕСКО люди, которые практикуют, обладают знаниями, это носители элемента, когда они являются инициаторами включения. И, к счастью, у нас такой классический правильный случай, когда мастера являются непосредственно инициаторами этого. Да? А здесь общественная организация «Алем» и команда, которая, по сути, она не является непосредственно носителями, но это команда, которая обладает компетенциями именно в области правильного структурирования, планирования, да, когда все это мастерство, очень хорошо, да, можно визуализировать, но еще нужно уметь это все изложить правильно в тексте, перевести на правильно нужные языки, английский, возможно, французский. И поэтому этот год мы еще издали каталог, который так и называется, как называется сам элемент, да, крымско-татарский орнамент и знание про него, в котором мы отразили порядка 30 самых распространенных элементов, из которых можно составлять орнаментальные композиции. Разделили их на группы: женские знаки, мужские знаки. И на примере нескольких вышитых изделий показали саму расшифровку, как это, на самом деле, какой смысл несет. Да, данная орнаментальная композиция. Вот у меня вопрос: насколько вы оцениваете шансы, что все же это утвердится в ЮНЕСКО? Вы знаете, мы настолько просто погружены в эту работу, настолько, наверное, влюблены в то, что делаем, что мне кажется, что помимо позитивного решения никаких вариантов и быть не может. Мы максимально правильно, деликатно рассчитываем каждый практически свой шаг, потому что, сами понимаете, ситуация абсолютно нестандартная. На самом деле все активности, которые, в которые мы осуществляем после 2014 года здесь, на материковой Украине, я вам хочу сказать, что это первые прецеденты. Да? К примеру, как мы открыли секцию крымско-татарской гуманитаристика в Малой академии. Я имею в виду команда общественной организации, да, мы вместе. И я хочу сказать, что каждый элемент — это первый опыт, и ни в юридическом, в контексте, ни в практическом, ни у кого подобного опыта не было. Поэтому... Я извиняюсь, у нас есть слушатель. Да. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Добрый вечер, уважаемые ведущие, уважаемые гости. Добрый вечер. За интересный рассказ. Это Александр из Москвы. И у меня два вопроса, таких более глобальных, если вы позволите. Первый вопрос меня такой интересует. Скоро у вас в Украине выборы. И меня в связи с этим интересует такое. У вас нет никаких переживаний, что когда если придет другой парламент, другой президент, что меньше будут уделять Крыму и меньше будут поддерживать, допустим, те же ваши замечательные инициативы. И второй у меня вопрос. Насколько сегодняшняя данная власть помогает в том, чтобы в оккупированной территории более-менее сохранялись все так скажем, культура крымского народа. И второе, какие зарубежные страны вас поддерживают. И какие нет. Заранее благодарю за вопрос, за ответы, и вам, как всегда, спасибо. Я имею в виду спасибо, радио «Крымляне». Спасибо. Вот такие вопросы. Александр просто супер вопросы на самом деле, потому что человек действительно, чувствуется, да, что он так следит за всем ходом событий. На самом деле... Первый вопрос, по поводу, наверное, я его немного опередила, да, уже ответив, наверное, просто в первой части своего нашего диалога о том, что устойчивость всех этих процессов принципиально для нас важна, потому что, наверное, в ЮНЕСКО сидят люди с опытом, да, и поэтому у них тоже есть опыт взаимодействия с разными странами на протяжении длительного времени, и поэтому те инициативы, которые вырастают именно в контексте сохранения нематериального и материального культурного наследия, если это вырастает из среды, из, непосредственно самого сообщества, то тут можно говорить именно об устойчивости, а не навязанных каких-либо, да, то есть тут не может быть рисков, навязанных образно каких-то, таких порой не совсем правильных, возможно, да,
ну, трактовок, например, тех или иных там культурных явлений, к примеру. Поэтому я думаю, как раз-таки в контексте, ну, предстоящих выборов я хочу сказать, что, ну, вообще для крымско-татарского народа, вот, ну, если говорить, да, о моем народе, то есть достаточно такой очень... ну, по-моему, ну, очень большой опыт сохранения культурного наследия, несмотря на все глобальные вызовы, которые попадали, да, на долю народа на протяжении последних там 300 лет, да, и начиная со времен Екатерины, заканчивая ну, и депортацией, и поэтому, ну, здесь нужно делать все-таки, наверное, больше ставку на саму приверженность, на глубокие знания самих носителей, самого народа. То есть на действия самого народа, конечно, в первую очередь. Конечно. Вот второй вопрос прозвучал, какие европейские страны оказывают поддержку, и в том числе у меня тоже возникает этот вопрос. Поддерживает, например, ли та самая Турция вот такие, так скажем, выдвижения, да, со стороны крымско-татарского народа? Ну, наверное, в данном случае я, наверное, больше скажу, вот это как такой частный случай в нашем, да, случае, каким образом мы реализовываем свои проекты. Ну, для меня вот очень вот важна была и мой личный опыт, это поддержка Швейцарской конфедерации, да, потому что вообще культурные проекты, они интересны, объясню, почему интересны вообще для доноров, потому что на самом деле на сегодняшний день такой дискурс жертвы не совсем работает, да, когда мы говорим постоянно о негативе. Вот сегодня вы упомянули о том, что вот была отчетная конференция Министерства культуры о проделанной работе за прошлый год. Я вижу, что даже для тех журналистов, которые пришли, да, есть острые вопросы там, касательно Томаса, да, тех событий, которые происходят в Украине, произошли за прошлый год, но в то же время о хорошем, добром, о светлом, о хороших перспективах тоже хочется слышать, хочется знать и хочется потом уже, да, апеллировать вот этими знаниями, которые есть. Поэтому международные доноры считают, что благодаря тому, что культурные практики, они не только зацикливаются внутри страны, но и есть возможность их выводить за пределы, таким образом снижается, ну, вот уровень напряжения, да, потому что в Европе, допустим, почему, например, к нашему проекту очень большое внимание со стороны европейских стран, потому что мы проводим дни крымско-татарской культуры за пределами Украины. Да, мы просто через, не политизируя эту ситуацию, через культуру, через наши традиции говорим о том, что на самом-то деле, ну, есть определенные клише, да, сложившиеся, что мусульмане, ну, а крымские татары практикуют, как правильно сказать, ну, проповедуют, да, извините, ислам, да, естественно, являются и, соответственно, да, переносится вот этот шаблон на нас тоже возможно. И поэтому, когда мы показываем и рассказываем о наших традициях, когда они видят эту красоту и когда они видят уважение в семье к женщине, да, ну, рушатся все вот эти такие навязанные, возможно, стереотипы и, ну, как бы напряжение там на предмет там возможного экстремизма и так далее. Поэтому, на самом деле, очень важно, ну, делать это составляющей частью. Вот не зря ведь прошлый год был объявлен в мире, в Европе был объявлен годом нематериального культурного наследия. Почему это еще важно? Это важно, потому что люди, которые, да, коренные народы, которые проживают в нашей стране, они демонстрируют культурное разнообразие. Ну, я не очень люблю слово толерантность, да, но то есть вы понимаете, о чем я говорю. Ну, принятие культурой, которая, в принципе, тебе не очень близка, да, особенно мы сейчас очень ярко, вот это очень яркий кейс, когда определенное количество крымских татар, переехавшие на материковую часть Украины, четко себя культурно идентифицируют, да, то есть мы не растворяемся. И ну, как раз-таки мы не растворяемся, и поэтому у меня есть такой вопрос, вы подвелись к этому. Мы-то не растворяемся, но, однако, вот российские власти, например, пытаются растворить, да, это касательно ситуации с Ханским дворцом. Именно об этом я бы хотел поговорить, и у нас скоро будет еще один спикер. Собственно говоря, вот первый вопрос, что сейчас происходит с Ханским дворцом, и собираетесь ли вы продолжать вот именно свои действия для того,
чтобы он был включен также в реестр ЮНЕСКО? Ну, однозначно, это в планах есть, и на самом деле это как раз-таки вот тот самый кризисный случай, да, вот, о котором, ну, к сожалению, приходится вот говорить именно не как об истории успеха, да, и поэтому, посмотрев назад, вот год, какие результаты, я хочу сказать, что, ну, к сожалению, огромный объем так называемых реставрационных работ на территории Ханского проведен. И на самом деле это действительно такой, знаете, элемент стирания, скажем, да, культурной идентификации, культурного разнообразия, к сожалению, и плюс еще и, ну, стирание истории, да, вот, ну, памяти, скажем. И на самом деле однозначно, ну, расскажу о том, что на самом деле формируется сейчас вот, ну, процесс формирования, сейчас идет процесс формирования подготовки мониторинговой миссии, потому что независимо от этой самой ситуации, факт с Ханским дворцом, он есть, и в этом направлении нужно работать. Ну, сам процесс формирования состоит из двух таких частей. Да? Первая часть — это некая исследовательская часть. К сожалению, она вот такая очень затянутая по времени, потому что, ну, так как сегодня говорил министр и его заместители во время пресс-конференции, потому что журналисты действительно интересовались и задавали этот вопрос, но говорил о том, что действительно вот этот первый процесс, первый этап, он достаточно затяжной, потому что сейчас практически обсуждаются протокольно все вопросы на предмет того, каким образом, в каком составе, как должна происходить непосредственно уже, должен происходить сам мониторинг, процесс мониторинга состояния Ханского дворца уже на месте, локально. Вот второй этап, но, к сожалению, назвать каких-то четких дат мне очень сложно, потому что я не владею сейчас этой информацией, но то, что этот процесс подготовки идет, это однозначно да. Вот сейчас у нас на связи, собственно, Эдем Дудаков, и мы бы хотели, точнее, я бы хотел узнать, что сейчас с Ханским дворцом вот прямо на данный момент. Селям алейкум, Эдем Бей. Селям алейкум, Эдем Бей. Селям, здравствуйте. Вот и что на данный момент происходит с Ханским дворцом? Ремонтируется ли он, идет так называемая реконструкция или не идет? И что, собственно говоря, вы можете сказать по этому поводу? Ну, навес-то они возводят, они завершают вот эти подготовительные работы. Но самое, так сказать, проблемное и самое, что вызывает беспокойство, то, что проект засекречен, полностью засекречен. Мы не знаем, что они собираются делать во втором этапе. Если второй этап будет происходить точно так же, как было на первом этапе, когда предметы культурного наследия, охраняемые государством, были уничтожены, то мы вообще полностью потеряем весь ханский комплекс. Поэтому, наверное, я вот слушал вас немного, одна из основных задач сейчас хотя бы узнать, ну, какой они все-таки готовят проект, потому что Керамет, который для этого сделала проект, это абсолютно некомпетентная проектная организация, которая была неизвестна до 2014 года в Крыму. Она взялась вот за вот такую глобальную работу, за проект реставрации Ханского дворца. Это наводит на определенные мысли, потому что это тревожит всех, потому что вот когда некомпетентность, вот первый этап и показал, и мы боимся, что это всего лишь такое прелюдия, это всего лишь какой-то анонс будущего уничтожения Ханского дворца. Вот в этом проблема. Они поменяли подрядчика, и не знаю, опирается ли новый подрядчик снова на эту проектную группу «Керамет», или они все-таки будут как-то по-другому работать, или привлекут хотя бы турецких специалистов, которые работают в такой же архитектурной среде, как был Крым. Вот скажите, было много одиночных пикетов, было масса возмущений, и повлияло ли это как-то вообще на сам процесс, или он просто стал более закрытым? Визуально нет. Почему они поменяли подрядчика, тоже непонятно. Вроде бы он выиграл тендер с
Спрашивается вообще сложно, когда какой-то подрядчик приступает к работам, а второй выигрывает второй этап. Это, в общем-то, встречается очень редко. В России самое главное множество специализированных проектных организаций, которые специализируются именно на реставрации. Специализированные подрядные организации, которые специализируются только на реставрации. Они реставрируют, например, вот как я не раз говорил, церковь в Кижах. Они реставрируют там, например, тот же Кремль. Понимаете? А здесь вот такого же уровня памятник реставрируют подрядчики, которые помимо основной лицензии имеют еще дополнительную лицензию на реставрацию. Обычно такие подрядчики не допускаются на такие объекты. Сюда допускается генеральным подрядчиком специализированная организация, наподобие УКУВНИ реставрации, которая была в Киеве. Такие же структуры есть в Москве. Но в данном случае вот все засекречено. Почему поменялся подрядчик, мы не можем понять. И я не могу прокомментировать вот ситуацию, потому что мы действительно ничего не можем здесь добиться и узнать. Что же происходит на самом деле? Чего они хотят дальше? Вот у нас на Ютубе в трансляции на данный момент Алексей Салагаев пишет то, что Ханский дворец ремонтируется частями, экскурсии проходят, а экскурсовод, собственно, рассказывала, что при Украине вообще никакого внимания не уделялось. Собственно говоря, он был в октябре. Так ли это, с вашей точки зрения? Я не знаю, что там частями что-то ремонтируется. Я такое вообще не знаю. Они поставили, например, закрыли портал Оливиз вот этим стеклом, засверлились прямо в сам портал. Потому как они прикрыли этот портал вот за этим армированным стеклом, можно предполагать вообще, как они работают. То есть они засверлились прямо там. Мы просто не можем снять оттуда фотографии, чтобы опубликовать. Сделаем, я думаю, рано или поздно кто-то туда зайдет как турист и сфотографирует это все. Поэтому что они делают? Ремонтные работы, визуально не протекают, никаких не делаются. Делаются подготовительные работы. И не могут производиться ремонтные работы даже по законам России, потому что никаких проект не прошел еще экспертизу. Нет заключений экспертных. Как они могут вести там проектные работы? Если это ведется, то это нарушение, это опять какая-то халтура. Вот скажите, у меня также есть информация, что Абдурахманом Челеби Крым-Хаваджи был когда-то построен. Это, собственно говоря, крупный торговец и собственник нескольких домов в Бахчисарае. Вот он в конце 19 века построил дом Хаваджи. И он тоже на данный момент в плачевном состоянии. И многие говорят, что Бахчисарай меняет свой облик. Как этому противостоять, собственно говоря? Бахчисарай меняет свой облик уже на протяжении как минимум 300 лет. Меняет варварски, пока жило коренное население, архитектура сохранялась. Что касается дома Хаваджи, мы сделали несколько репортажей, тот же самый я публиковал. Дом Хаваджи, это, понимаете, весь смысл в том, что культура и то же самое, как и история, она всегда представляла в Российской империи некую такую идеологическую направленность. И поэтому и образование, кстати. Вот эти три направления, они всегда идеологически контролировались. Естественно, люди, которые организовали в доме Хаваджа Усталар, так сказать, это объединение, туда приезжал и Ющенко, можете себе представить, я не говорю сейчас о президенте Ющенко, я говорю о Ющенко, о частном лице, который, в общем-то, ценит очень культуру и понимает в ней. То есть приезжало очень много людей, разбирающихся в культуре, и они вникали в эту культуру, самобытную культуру крымских татар. Но самое для них страшное, что эти люди были неподконтрольны. Поэтому и те, кто занимались ювелирными работами, и те, кто занимались золотошвейными делами, и керамисты, они все были предупреждены, и все разово фактически покинули в 2015 году это здание, потому что их предупредили очень и вежливо, и настойчиво, чтобы они убирались. По
попытались организовать какие-то тендера, это не получилось на законном. Тогда получилось, как в басне Крылова, «Ты виноват уж чем, что хочется мне кушать». Вот их оттуда и выгнали. И сейчас это все разбитые окна. Ну, сами можете посмотреть, что значит дом, в котором нет людей, который не ухожен, который там уже и забор свалился, там бомжатник на другой стороне. Там очень плачевные вещи. Я выкладывал много видеоматериалов по этому дому. Реакции никакой. Реакции, я сразу скажу, никакой. Просто вот не видим, не слышим, не осязаем. Угу. Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был крымский активист Эдем Дудаков, а также с нами в студии находилась и находится пока что на данный момент Эсма Аджиева, это советник министра культуры Украины, собственно говоря, по вопросам Крыма. И я хочу сказать большое спасибо, что пришли к нам. Мы, собственно говоря, говорили о крымско-татарском орнаменте Орнек, который планируется подаваться в ЮНЕСКО на включение, собственно говоря, в реестр, и мы желаем вам удачи в этом вопросе. Спасибо большое. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Крымский вечер с радио Крым Реалии. Радио Крым Реалии, 105,9 FM. Это «Крымский вечер». Катерина Некречи, Медат Халилов. Журналисты Крым Реалии работают для вас в этой студии. Ну и, Медат, пока ты здесь был на интервью, я внимательно смотрела, читала комментарии наших зрителей в Ютубе и в Фейсбуке. Ну, к слову, в Ютубе, конечно, комментаторы активнее себя ведут. Не понимаю, почему тут такая разница. Наверное, потому что в Фейсбуке привязка к аккаунту, она прямая. Можно понять вообще, кто этот человек. В Ютубе, конечно, можно оставаться инкогнито. Вот очень-очень возбуждены, я бы сказала, наши зрители в Ютубе из соседней России. Вот. И я бы сказала, что комплекс младшего брата, не знаю, мне кажется, что где-то у вас проявляется. Вот, дорогие наши слушатели, я думаю, что вы понимаете, к кому это обращается. И ты знаешь, говорили, что в Крыму все места, когда я спросила, какие исторические места для вас самые важные, ценные, говорили, что все важно очень сильно. Вот видишь, отсюда и комментарии, и Ханский дворец задел, у людей вот такая вот информация. Но я вас также призываю, на самом деле, проверять информацию, опять же, у нескольких источников, да, потому что, конечно, одно дело, что вам говорит там экскурсовод, который подчинен так или иначе той власти, которая сегодня де-факто есть в Крыму, да, и все-таки есть очень много экспертных мнений, одно из них мы слушали сегодня в нашем эфире, да, и это тоже важно понимать. Если вы действительно хотите узнать правдивую информацию, важно, очевидно, послушать эту информацию из нескольких источников, но в любом случае очень, очень благодарна нашей аудитории за то, что вы проявляете такую активность и заинтересованность в этих темах. И далее мы с Медатом подготовили вам очень интересный такой пул информации, новостей будущего, что же нас с вами ожидает завтра. Прямой эфир. Собственно говоря, кадеты будут танцевать на балу в Ялте. Я тебе сразу спрошу, Медат, кадет ли ты? Был ли когда-то кадетом? И был ли ты когда-нибудь на балу? Нет, нет и еще раз нет. Вот так вот. Ну, хорошо, теперь рассказывай про этот кадетский бал. Александровский бал кадетов пройдет 18 и 19 февраля в ялтинском отеле «Ялта Интурист». Участниками бала будут и кадеты из соседней России. Организаторы таким образом планируют возродить кадетское движение, объединив современность с историческими традициями. Мероприятие приурочено к столетию основания Крымского кадетского корпуса в Массандре. Напомню, что в сентябре 2017 года в Симферополе был открыт кадетский класс леткома к России. Собственно говоря, в декабре уже прошел бал, в котором приняли участие все кадеты полуострова. Ну, ты знаешь, когда весь мир цивилизованный движется в будущее,
мы видим, что как-то есть такие вот штуки, которые тянут, на самом деле, к сожалению, Крым сегодня к прошлому, да. Но анонс интересный. Пойдете ли вы на бал? Скажите нам, пожалуйста, наши слушатели, наши зрители, вдруг у вас имеется какая-то информация. Вообще, интересно ли вам подобного рода мероприятия, которые проходят в Крыму? Это тоже, кстати, вопрос такой, который к первоисточнику, к вам должен быть адресован. Но еще одна новость, которая уже тут заинтересует не только явно жителей Крыма, но вообще это информация, которая может разлететься по СМИ по всему миру, потому что президент Сирии Башар Асад заявил, что хотел бы посетить Крым. Об этом он сказал журналистам. Не он, а депутат Российской Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, который в составе российской делегации посетил недавно Сирийскую Арабскую Республику. Далее цитата. Асад выразил желание посетить Севастополь и Крым, а также расширить взаимодействие в туристической сфере. Цитирует Белика российское информагентство Интерфакс. Ну, еще один участник российской делегации, координатор группы дружбы парламентов Сирии и России, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, подтвердил желание Асада побывать в Крыму. Ну, а независимые источники о возможной поездке Башара Асада в Крым пока не сообщают. Но на самом деле о таком своем желании сирийский президент сообщал осенью прошлого года, то есть такая информация уже прошла. Ну, интересно, что же будет? Будет ли весной нынешнего года такая встреча, такой приезд? Я только напомню, что в нашем эфире мы обсуждали, кстати, тему вот крымско-сирийских отношений, и эксперты говорят о том, некоторые эксперты, что на самом деле это не столько практическое сотрудничество, а сколько вот в неком каком-то политическом смысле вот такое показательное сотрудничество. Да, ну, собственно говоря, наверное, Асад не успеет приехать к балу, но мы идем дальше. Вот такая новость у нас есть, то что кибершкола — это лекарство от игромании. Собственно говоря, 19 января в Симферополе пройдет бесплатный урок кибершколы, в которой детей учат создавать сайты, мобильные приложения, игры, обучают основам веб-дизайна, кибербезопасности и мультипликации. Преподаватели считают, что кибершкола — хороший способ отвлечь детей от игр и Ютуба и хорошая возможность переключиться. Ну, на самом деле, да, если есть, как сказать, любовь к компьютеру, я не сильна в этой теме, я не знаю, что такое игромания, конечно, но, безусловно, если есть тяга к технике, то лучше бы ее в правильном направлении, да, как-то использовать, ну и, конечно же, родитель, воспитательный процесс должен как-то тоже контролировать такие вопросы, но если у вас, мне кажется, что у вас должна быть, дорогие наши слушатели, не игромания, а ютуба Крыммания, поэтому подписывайтесь на Крым Реали в ютубе, в фейсбуке, мы обязательно будем и продолжаем, и будем радовать вас интересными материалами. Ну и еще мы говорили о том, давали вам послушать звуки из утреннего эфира о том, что в Крыму недвижимость дорожает. Ну, на самом деле недвижимость, стоимость аренды в Крыму приблизилась к ценам Московской области. Об этом сообщают не мы, сообщаем эксперты недвижимости такого ресурса, как домофонд.ру. В Крыму арендная плата за квартиру за последний год выросла на 3%, а в Севастополе на 7%. Она составляет около 20 тысяч рублей за однокомнатную квартиру. Ну и, собственно, во столько же обходится месячная аренда однушки в Московской области. Ну и при этом в Подмосковье за минувший год цены выросли только на 2,7%. Но, как видите, есть такие тенденции. Опять же, сообщаем об этом вам не мы, а эксперт недвижимости. Ну и я думаю, что, конечно, если вы живете в Крыму, а не где-то в соседней России, смотря подглядывая наши эфиры, то вы наверняка с такой реальностью знакомы. Медаль, что же тебя еще удивило из ожидаемых, да, потому что новостей будущего их немало, но я думаю, что есть еще что-то, ты успеешь нам сказать до того, как Стас Юрченко сюда ворвется. Безопасность за 5,5 миллионов рублей, вот меня что удивило. На совещании городского совета Симферополя было принято решение разрешить муниципальному предприятию «Метроград» провести сделку по установлению в городе видеонаблюдения. Сообщается, что камеры появятся на 2 столичных рынках для обеспечения безопасности. Процедура установки камер на центральном рынке Симферополя обойдется в 4 миллиона рублей, а на Куйбышевском дешевле, около 1,5 миллионов. По данным предприятия «Метроград», смета уже составлена и конкурсы проведены. Напомню, что в августе 2018 года в «Метрограде» сообщали о том, что планируется установка камер на всех рынках, которые находятся в ведении компании.
Вот еще одни темы. На самом деле я вас призываю звонить нам. Вы после Нового года не очень активно это делаете, но на всякий случай запомните, запишите номер 8 810 06 926. Время прямых эфиров, когда вы можете поучаствовать в них, это с понедельника по пятницу, утром по крымскому времени в 8:35. Начинается все днем в 13:10 и вечером в 19:30. Ну и теперь время поджимает. Стас Юрченко уже, правда, прям ломится в эту студию, поэтому мы его пустим, потому что сейчас мы будем узнавать о том, что же вы сегодня смотрели, слушали и читали на сайте Крым Реалии. Ищите сайт Крым Реалии в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте, наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии. Стас Юрченко уже здесь. Расскажи нам, Стас. Ну да, я врываюсь в эфир, ведь наши читатели диктуют мне, что нужно говорить. Итак, сегодня мне надиктовали такое. Первое место. Новость. УПЦ МП. По церковным канонам Крым – это территория Украины. Украинская православная церковь Московского патриархата считает аннексированный Крым территорией Украины, и потому ее приходы на полуострове не переходят в состав Русской православной церкви. Об этом заявил спикер УПЦ МП Климент, он же в миру Олег Вечеря, в интервью украинскому информагентству «Грамматике». Цитата. «На территории Крымского полуострова Украинская православная церковь полностью в каноническом чине, и это является свидетельством того, что с точки зрения церковных канонов и церковного устройства Крым является территорией Украины». Вот такое заявление прозвучало для информагентства «Грамматика». Второе место занял выпуск телепроекта «Крым Реалии» под заголовком «Клоун или президент? Кто за Зеленского в Крыму?». В Украине новый кандидат в президенты, шоумен и бессменное лицо проекта «Вечерний квартал» Владимир Зеленский объявил о своем намерении идти на выборы. Как на такой шаг Зеленского отреагировали жители аннексированного полуострова? Журналисты Крым Реалии отправились на улицы Симферополя и спросили у местных жителей, как они относятся к политику Зеленскому. Давайте послушаем, какие темы еще вошли в этот выпуск телепередачи. Крымчане охотятся за украинскими лекарствами. Часть препаратов вообще не работает. Почему российские препараты неэффективны? Кто продал окна крымским прокурорам, подконтрольным России? Начальник сразу бросил трубку и даже об этом не хочет разговаривать. Он говорит, ты мне даже по таким вопросам, а то сейчас тебя приедет, СБУ заберет. Что думают о Томасе для Украины россияне? Нельзя не подчиняться в Москве. Москва – центр великой державы. И жители оккупированного Крыма. Раскол учинил Филари. История бесстрашной женщины-правозащитника из Крыма. Моя сила воли, она собирается в кулак, и здесь действительно я железная. Полностью посмотреть телепроект вы можете на сайте Крым Реалии и нашем YouTube-канале, где вы можете смотреть также и этот вечерний радиоэфир. А мы перейдем к следующему, третьему месту. Там оказался материал наших коллег с проекта «Донбасс Реалии» под заголовком «Серость, усталость и страх». О чем говорят люди из прифронтовых городов Донбасса. Корреспонденты «Радио Свобода» провели неделю в городах Донбасса у линии фронта. Как живут, о чем думают и мечтают жители Марьинки, Красногоровки, Авдеевки, Мелового и Гнутова. Как люди переживают неопределенность и вялотекущую войну, и чувствуют ли себя частью Украины. Обо всем этом можно узнать из текста на сайте Крым Реалии. Четвертое место принадлежит видео «Территория страха или военный плацдарм. Крым после 5 лет аннексии». Что произошло с Крымским полуостровом после 5 лет российской аннексии? И каковы перспективы относительно его дальнейшей судьбы? Ответы на эти вопросы 16 января в Киеве искали участники конференции «5 лет оккупации Крыма. Прогнозы, реальность и вызовы». Давайте послушаем мнение главы Меджлиса крымстарского народа Рифата Чубарова. Продовження окупації, взагалі продовження російської агресії в такому вигляді, як вона зараз існує, в таких виглядах, як вона, на які вона може перетворитися завтра, це пряма загроза української держави. И, наконец, закрывает наш топ материал с «Радио Свобода». Допрос переводчицы. О чем Трамп говорил с Путиным в Хельсинки.
Второй раз за последние 6 месяцев переводчица Дональда Трампа Марина Гросс оказалась в центре внимания. В июле 2018 года она работала на американо-российском саммите в Хельсинки. Президент США, по мнению ряда законодателей и должностных лиц администрации Барака Обамы, допустил неприемлемые высказывания на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным. Представители Конгресса потребовали допросить Гросс о содержании переговоров за закрытыми дверями, но тогда республиканское большинство не поддержало идею. Теперь, когда демократы получили большинство в Палате представителей, предложение о допросе переводчицы прозвучало вновь. Читайте подробнее об этом в материале «Допрос переводчицы», о чем Трамп говорил с Путиным в Хельсинки. И вот таким был топ-5 на сайте Крым Реалии, по мнению наших дорогих читателей. Спасибо большое, Стас Юрченко. Я напомню, что сайт Крым Реалии есть и приложение, кстати, Крым Реалии для вас доступен всегда. Вы там можете читать, смотреть и слушать самые интересные подробности о крымской реальности. Медат Халилов, Катя Некреч сегодня провели этот эфир для вас. Оставайтесь с нами на волне 105,9 FM. До новых встреч. Всем.